Уважаемые друзья, добрый день. Прежде всего, хочу всех вас поздравить. Так или иначе вы имеете отношение к вчерашнему празднику, к Дню строителя. Я вас сердечно с этим праздником поздравляю. Что такое строитель? В одном этом слое уже многое сказано. Это человек, который создает, не раскладывает на молекулы, а наоборот что-то делает. Что касается строителей, то это не что-то, а то, что нужно людям. Это и жилье, это инфраструктура, это промышленное строительство, это объекты здравоохранения, культуры. Ну и строители, они строят, но они строят по планам, которые делают специалисты, которые создают люди креативные, по сути художники, и делают то, что часто является гордостью нашей страны, остается на века, фиксирует определенный момент развития истории той или иной страны, того или иного государства. И не просто фиксирует, а как бы создают такую картинку жизни определенной эпохи и является какой-то еще дополнительной ступенькой к дальнейшему движению вперед, к развитию. Вы знаете, всем хорошо известно, я родился и вырос в Ленинграде, и помню, как поехал на соревнования, будучи еще подростком, не буду называть город, довольно большой город. И до этого почти не выезжал из Ленинграда. Вот я приехал в этот город, большой, вышел на Привокзальную площадь и онемел. Я никогда не мог себе представить, что есть такие города. Вроде зданий много, а города-то нет. Просто какая-то вот застройка более или менее хаотичная. И я не сразу осознал, в чем дело. А дело в том, что я просто рос в Ленинграде, да, в центре города вырос, и все, вот что вокруг меня было, я с детства прямо это наблюдал. И только позднее я осознал, насколько это важно. Вот эта гармония, запечатленная в камне, она формирует образ мысли человека, формирует его даже определенный культурный код. Вот насколько важна ваша работа. Мы стараемся двигаться по очень многим направлениям с точки зрения развития, пространственного развития страны. Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная, планомерная работа. В жизнь притворяются перспективные инфраструктурные проекты, и в этом прямая заслуга специалистов строительного комплекса. Мы сейчас находимся здесь, в Забайкалье или Прибайкалье, и этим регионам мы стараемся уделить особое внимание, Дальнему Востоку в особенности. Многое сделано за последнее время с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Но если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет. Люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду,
где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей. Вот только что мы с коллегами знакомились с ходом реализации мастер-планов в дальневосточных регионах. В целом задачи решаются ритмично. Отмечу, что мастер-планы формируются и реализуются при непосредственном участии архитекторов, урбанистов, демографов, социологов, многих других специалистов. Это, конечно, обоснованно, правильно и дает свои результаты. Что крайне важно, в общественное обсуждение таких проектов, конечно, нужно шире привлекать граждан. Но мы это и делаем, особенно это касается общественных пространств. Начали достаточно скромно, потом все больше и больше. И вот сейчас вот коллега рассказывал, коллега Панин рассказывал, что чем больше населенный пункт, тем меньше участие граждан в выборе проектов. Чем меньше, тем процент тех, кто участвует, больше. Это понятно, потому что в больших крупных населенных пунктах там как бы начальство в основном все решает, и даже трудно, наверное, иногда сориентироваться на мнение жителей. Хотя и там, на мой взгляд, особенно дворовые пространства, там, придворовые и так далее, тоже важны, и тоже неплохо бы с людьми посоветоваться. Тем более, что от этого, безусловно, зависит чувство сопричастности к проводимым преобразованиям, а значит и доверие ко всем уровням власти. Хотел бы и другое подчеркнуть. Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность. Восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения является нашим достоянием. Я вспомнил про свой родной Питер, но это касается не только Питера. У нас много объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. Убежден, что вместе, единой командой, мы сможем добиться максимальных результатов в обустройстве крупных и малых городов, сел, поселков, исторических поселений. И здесь, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Арктике, в Донбассе, Новороссии, по всей стране. Вот, собственно говоря, что хотел бы сказать в начале. Но вот Александр Николаевич сказал, что будут вопросы и предложения. Я в вашем распоряжении. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, Владимир Владимирович. Очень рада вас здесь видеть. И меня зовут Анастасия Шестацкая. Я архитектор департамента, который курирует благоустройство в Приморском крае. И хотелось бы начать нашу дискуссию с такой интересной темы, как культурный код города, как сопоставить локальную идентичность местности и общероссийский культурный код, совместить их в одно целое. Наша страна, она многообразна, каждый город, он по-своему уникален, имеет свою природу, культуру, архитектуру, но в то же время все наши города, они должны быть и оставаться частью общероссийского большого пространства. И если мы говорим о выражении идентичности через благоустройство, то в России сейчас есть такие два подхода. Первый — это типовой, довольно унитарный подход, но сакральный. Это наше наследие советского периода, там, где в любом городе мы можем, в принципе, увидеть парк Горького, проспект Мира, площадь Ленина, и это тоже несет в себе сакральный смысл. Второй же подход — это уход в уникальность, в идентику, в бренд территории, в бренд определенного региона. И вот если бы эти подходы оба совместить, уравновешенно, грамотно вместе их сопоставить, получилось бы создать мощный толчок к развитию пространств общественных, которые бы узнавались по всей России. И я предлагаю вынести такую сложную тему на дискуссию, возможно, создать некий совет экспертный, который бы помог грамотно сформулировать эти критерии, как найти общие какие-то черты, присущие общероссийскому культурному коду, и сопоставить их с идентикой местности локально.
И вот потом эти критерии вынести на оценку, точнее внести их в оценку всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, так как сейчас на данный момент нет такой оценки. Есть оценка локального бренда, но нет оценки общероссийского кода. Спасибо большое. Да, Анастасий Ильич, ну что говорить. Конечно, у нас очень многообразная культура, и эта культура, конечно, отражается и в архитектуре, в обычаях, в традициях, в культуре в целом, в широком смысле этого слова. И не может не отражаться во внешнем виде наших городов, населенных пунктов, первое. А второе, конечно, нам нужно всегда подчеркивать и нечто, что нас объединяет, нечто, что является общим. Но, знаете, вот что я хотел бы вас попросить. Конечно, можно, наверное, создать какой-то центр, и нужно. Такой маленький нюансик хотел бы отметить. И национальное, и местное, самобытное важно, и общероссийское важно. Важно не просто давать одно и другое, а увязывать это так, чтобы те, кто живут в этих пространствах, пользуются чем-то, чтобы сами приходили к мысли о том, что одно без другого невозможно, что одно не просто дополняет другое, а вот это объединение создает такую силу, которая позволяет сохраняться местному и самобытному и развиваться ему на основе той мощи, которая представляет из себя общероссийское и общеобъединяющее начало. А создать такой какой-то центр, ну, конечно, можно. Это мы легко делаем, центр создать. Спасибо большое. Спасибо вам. Владимир Владимирович, я продолжу. Меня зовут Григорий Соломин. Я специалист по городскому развитию. Много работаем на Дальнем Востоке, ну, в целом во всей стране. И, как говорится, знаем не понаслышке реальные запросы горожан, жителей, потому что мы проводим много социологических исследований, проводим личные встречи, вовлекаем людей в процессы городского развития. И, как вы правильно сказали, отметили уже, что определен список 2160 населенных пунктов опорных в России, и из них порядка 700 – это села. И когда мы говорим «комфортная городская среда», мы понимаем, что она нужна не только в городах. И вот в рамках разработки мастер-плана Улан-Удэ совместно с Дом РФ, Республикой Бурятия, личной вовлеченностью Алексея Самбуевича мы нашли такое интересное решение. Значит, село Бурятии Сотниково, в нем проживает порядка 11 тысяч человек. Мы построили за 150 миллионов пространство площадью порядка 1500 метров, которое позволило создать центр городской жизни в селе. В нем есть пространство и для спорта, есть детская площадка. В закрытом пространстве можно встретиться с друзьями, поработать в коворкинге, сходить, посмотреть кино, провести любое мероприятие. И важно, что эти функции определяют сами жители в зависимости от конкретного населенного пункта. И эффекты оказались колоссальные. Я не понял, как местные жители определяют то, что уже вы построили? Нет, на этапе, когда он создается, программируется, да, местные жители определяют набор функций. Вот. И эффекты оказались достаточно колоссальные, на мой взгляд. Во-первых, сократилась маятниковая миграция. То есть людям не нужно за простыми вот этими функциями ехать куда-то в большой город. Они получают это рядом со своим домом. Очень сильно повлияло на развитие сообществ, потому что люди
видят изменения. И вот в этом году уже 30% населения проголосовало за дальнейшее развитие комфортной городской среды, вовлеклись вот в эти процессы, видят свое будущее, возможности даже развития своего села. И, на мой взгляд, было бы здорово, если бы мы смогли такие объекты реализовывать не только, как вот на этом этапе мы сделали, мы этот объект модульный, за счет поддержки Миндаль-Востока мы смогли реализовать это по программе «Комфортная городская среда», благоустройство, и чтобы эти объекты могли быть капитальными и реализовать эту возможность при развитии опорных населенных пунктов, чтобы люди в любом населенном пункте могли получить возможность большого города для себя, для своих детей. Спасибо. Григорий Михайлович, так в этом цель наша изначально. Мы для этого все и делаем. Я очень рад, что у вас получается. Я уже говорил, можно как угодно стараться и пытаться развивать экономику, деньги вкладывать, инвестировать, но если не будет такой достойной среды проживания, обитания, то тогда люди будут работать только вахтовым методом. И постоянно жить в этих населенных пунктах не будут. И вот вы сейчас сказали, что сократилась миграция. В этом и вся цель изначально проекта, о котором вы сейчас сказали, который у нас с какого года тоже работает. С 2011, что ли, ну, начали первое. Да? Ну да. Ну, обсуждали еще там раньше, с 11, да, и вот где-то начали там 17. Вот именно в этом цель. Не просто сократить миграцию, а прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Создать условия жизни нормальные. Вы знаете, у нас всегда идет борьба между двумя кочками зрения. Значит, первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что в маленьких населенных пунктах, у маленьких населенных пунктов нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях, там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальные, сбалансированные решения. И имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, и другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах. Поэтому это очень важная вещь. И вот то, что вы сейчас сказали, там сократился миграционный отток, ну, что я только могу вас поздравить и сказать вам спасибо, потому что это и было нашей целью изначально. Обязательно будем так дальше делать. Пожалуйста. Добрый день. Все, закончили? Нет? Добрый день. Да, пожалуйста. Ковалев Артем, заместитель директора Магаданского областного краеведческого музея. Парк «Маяк» в Магадане вернул жителям моря. Еще 10 лет назад на месте парка были помойки, был пустырь, брошенные суда, контейнеры, гаражи и так далее. И такой был неблагоустроенный район. Но несмотря на это, был выход к морю, поэтому жители в любом случае туда приходили. Собственно, так поступала и моя семья, тем более, когда у меня забеременела жена, она у меня такой человек тревожный. Ну, женщины все, наверное, в таком положении.
тревожно. И чтобы... Это вот мне Александр Николаевич тоже рассказывал об этом. Ну, И вы начали рисовать, да, как бы Да, мы вы начали хотели это видеть, да? Первым я ее стал привозить на море, она любит очень море, мы стали вместе гулять. И так как вот вокруг было все не очень, мягко говоря, то у нас столько разговоров было о том, как же сделать здесь красиво, прекрасно, и чтобы вот ребенок, который наш родился, потом вот здесь мог играть и быть. И мы как-то пошли в какой-то момент дальше, провели небольшое исследование, спросили у людей, а что же они хотят. Вот жена как раз, она художник, она нарисовала иллюстрации. Я их отнес в мэрию. Там эта идея тоже понравилась, подключились городские службы. Архитектор, был подготовлен проект, который победил в конкурсе на создание комфортной городской среды. Город получил первые средства, и все очень быстро стало развиваться. Пришли инвесторы, построили кафе, начали строить гостиницы, появился культурно-общественный центр. То есть парк потянул за собой развитие вообще всей территории вокруг. И начал активно развиваться вот морской фасад. Вот здесь как раз представлен макет. Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить на 100-летие Магадана в 29 году, как раз когда будет вся эта работа закончена. И это все развивалось на наших глазах. И... Я вот, в отличие от известного персонажа, известного фильма, не буду говорить, лучше вы к нам. Я с удовольствием приеду. Спасибо. И это развивалось все на наших глазах, и сейчас у дочки, она уже там 3-й класс пойдет, сейчас это у нее любимая площадка для времяпрепровождения. Она регулярно просит, там, папа, мама, поехали вот в парк «Маяк, там проведем время». И эта практика, она очень удачная. Но чего бы хотелось добавить? Дело в том, что выделяются большие ресурсы, там миллионы, миллиарды. Я общаюсь с коллегами из других регионов. Самым слабым местом зачастую оказывается кадровое обеспечение и эксплуатация построенных мест. И, на мой взгляд, нужна специальная образовательная программа, возможно, в рамках мастерской управления «Сенеж», совместно с ассоциацией разработчиков проектов территорий, для того, чтобы уже на этапе проектирования и строительства готовились городские команды, которые бы в дальнейшем занимались управлением, привлечением дополнительных средств с бизнесом, с общественностью, чтобы эти территории дальше развивались, потому что они же как магнит, они притягивают на себя население, они как места силы собирают людей, и к ним, на мой взгляд, требуется особое внимание. Спасибо. Артем Викторович, во-первых, я поздравляю вас с развитием семьи, с рождением ребенка. Приятно было услышать, что вот у вас появилась идея, вы с этой идеей, которую ваша жена помогала реализовывать, пришли, как вы сказали, к местным властям. Да, в мэрию пришли. И те положительно отреагировали. Чиновников, как правило, все ругают. И по делам. Чиновники должны привыкнуть, что они работают, их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают. Но то, что вы сказали, что вы пришли и положительно люди отреагировали, это здорово, и хочу передать им, не знаю, о ком это речь, но хочу передать им слова благодарности. Видите, сразу инвесторы появились, пространство, потому что изменилось. Начало развиваться все, конечно. Да, и сразу появился бизнес-интерес, здорово. И не могу не согласиться с вами по поводу того, что нужно кадровое обеспечение, это первое, и второе – эксплуатация. Но это, собственно, продолжение кадрового обеспечения, потому что люди, которые понимают, как и что нужно делать с объектом, который возник в том или ином месте, конечно, сразу нужно какие-то денежки вкладывать, планировать в эксплуатацию. Потому что если, Ирик знает, если не планировать деньги на содержание дорог, они быстро начинают разваливаться. Вот и все. И это любой объект, мы сами тоже прекрасно понимаем. Поэтому, конечно, и вопрос подготовки кадров очень, очень важен. Может быть, я не знаю, какие там, есть ли программы в рамках «Сенежа», там какие-то подобного рода, но я попрошу коллег там и из правительства, и посмотрите из администрации. Идея абсолютно правильно, согласен полностью. Спасибо. Вам спасибо.
Пожалуйста. Позволите, Владимир Владимирович? Да, прошу. Алексей Алмазов, группа компании ФСК, управляющий партнер по региональному развитию. Как раз я тот строитель, о котором вы говорили, и всех хотел еще раз поздравить с прошедшим праздником. Вот, в 4-м поколении инженер-строитель, проектировщик. Вот, поэтому для меня этот праздник и вообще сегодняшняя тема и разговор про города очень важны. И то внимание, которое вы уделяете городам, оно очень важно. Хотел сказать о том, что мы работаем в ДФО в Владивостоке и в Благовещенске. У нас крупные проекты в реализации, и мы видим, насколько разработанные мастер-планы на сегодня начинают применяться и действительно работать. И это происходит в ДФО, но из практики на сегодняшний день понятно, что необходимо структурировать работу по мастер-планам на всю страну, необходим закон, который сейчас находится в разработке, и необходима связка как раз дальше на комплексное развитие территории от мастер-планов. Закон какой? О мастер-планах. О мастер-планах. О мастер-планах. Да, и несмотря на то, что мастер-план в нашем понимании, в понимании градостроителей и урбанистов, он должен остаться живым документом. Это документ про сценарий развития города, про то, как город живет, и он вместе с городом должен дальше развиваться. Несмотря на это, все-таки разработка мастер-плана приводит к тому, что возникают инвестиционные проекты. И, конечно, в нашем предложении, в нашем понимании в закон необходимо внести понятие инвестиционного паспорта проекта, необходимо внести единый номер девелоперского проекта, начиная от того, как он попал в мастер-план и как он разрабатывается. И, конечно, разработать трехуровневую систему мастер-планов, где мастер-план города – это стратегический документ, который говорит, как город развивается. А дальше, перед тем, как объекты или проекты попадают в развитие на КРТ, должны появиться детальные мастер-планы опорных территорий. Это сейчас делается перед тем, как разрабатывается КРТ, но этого нет в законе, и поэтому нет никакой законодательной рамки. И поэтому, как первая просьба к вам поддержать наше предложение о трехуровневой системе, о внесении в предложение в этот закон и определить такой порядок, что должен появиться, значит, инвестиционный паспорт проекта и должен появиться единый номер, так сказать, инвестиционного проекта. Вот. Также хотел сказать, что несмотря на то, что я там сказал про экономику и про развитие города, очень важно, что все мастер-планы и все города развиваются для людей. И люди, которые остаются жить на Дальнем Востоке или уже живут, или хотят приехать, для них, конечно, важны и дома, и дороги, и транспорт, но очень важно, и многие люди себе задают вопрос, а куда я пойду в воскресенье утром со своим ребенком? И вот когда нам с моими партнерами пришла идея подумать о том, что комфортная среда – это не только то, что мы строим жилье, и не только рядом с нами, а еще город развивается в городских территориях, мы посмотрели на то, что на сегодняшний день потерялась в регионах России такая культура, как парки выходного дня или городские парки. И мы предложили правительству региона в Владивостоке, в Приморье, при Юрию Петровичу Трутневу поддержали нас в разработке концессионного соглашения на парк Минного городка, который сейчас уже реализуется, уже работает колесо сердца Владивостока, и мы видим, насколько, значит, эта тема и востребована для людей, и насколько это нужно городу для того, чтобы развивать территорию. Такая же концессия уже на сегодняшний день действует и в Благовещенске. Мы начинаем реализовывать второй проект в Благовещенске, тоже центральный парк. Это мой личный проект. Мы создали национального оператора городских семейных парков. И хотим этот опыт распространить на всю страну. И вот как вторая просьба поддержать наше предложение о развитии городских парков в регионах России, перенять наш опыт и с профильными ведомствами отработать, каким образом можно это на всю страну, как сказать, масштабировать. Вот, спасибо. Алексей Андреевич, вот вы сказали про операторов городских парков, и вы создали. Олег Николаевич поддерживает это, да?
Конечно. То есть это при его поддержке делается, конечно. Нет, концессия сделана. Это городской парк, концессионное соглашение. Это все после того, как проект мы реализуем. В течение 25 лет мы будем оперировать этим проектом, а потом это все передается городу. Это не становится никаким частным проектом. Понятно. Ну, и вы построили, вы являетесь и оператором Да, этого парка. да. Всё понял. Да. Понятно. Ну, что же сказать, вы правы, конечно. Здесь и вот тот культурный кластер, который во Владивостоке создается, надеюсь, тоже создаст определенную атмосферу и среду, и музейные возможности, и сцена оперного театра, и музыкальный зал, там, ну, под управлением маэстро Гергиева все это будет. Мировой уровень. Не сомневаюсь, что это будет центром привлечения не только всего Дальнего Востока, России, но и соседних стран. 100%. Это даже и к бабке не ходи, и к гадалке ходить не нужно. Так оно наверняка и будет. Вот. А что касается закона о мастер-планах и трехуровневой системы, я согласен, конечно. Мастер-план ведь это что? Он должен сказать, что должно быть построено, когда, какова цели какие, какая отдача, технико-экономическое обоснование и так далее, и так далее, и так далее. Тогда это все становится документом, который можно будет реализовывать не просто так, как пожелание какое-то. И здесь, конечно, лучше, если все будет описано соответствующим образом в нормативном документе. Поэтому я с вами согласен, такой закон нужен, и постараюсь, чтобы коллеги из следующего состава Государственной Думы и из правительства отработали, поддержали это. Спасибо. Вам спасибо за работу. Владимир Владимирович, позвольте. Шапир Олег, я архитектор. Мы занимались в основном объектами культуры и общественного пространства. Правда, по всей стране, но в основном пока в Москве. Вот по поводу Алексея высказывания. У нас же действительно 75%, как вы сказали, людей живут в городах. Мы очень урбанизированная территория. Почему они там живут? Потому что это максимальное количество жизненных шансов, возможностей и прочее. Параллельно это страшный стресс. Ну, скорость бесконечная. И в этом смысле, конечно, парки – это очень важно. Наверное, поэтому мы на себе испытали. Мы в 2011 году сделали парк Горького в Москве. И это был какой-то такой неожиданный для всех прорыв и такое заявление. У людей это вызвало восторженный такой энтузиазм. Но надо сказать, что до сих пор мы в основном реконструируем парк. Есть чем заняться, конечно, но это все равно реконструкция. Города развиваются, особенно миллионники, и крупнейшие города 500 тысяч. И, конечно, им нужны в том числе большие парки, прям большие, новые. Это большая программа, мне кажется. Тем более парки очень важны, потому что первый раз, видимо, город, наш индустриальный советский город, повернулся лицом к людям. Это был самый гуманистический проект, понятный всем. Поэтому это паркостроительство важно. Я думаю, что если когда-то были символом эпохи сооружения, какие-нибудь там Петропавловский собор или Наркомфин, то мне кажется, что символ нашей эпохи – это как раз такие общественные пространства, где люди собираются, где из жителей становятся горожане, жители города, которые гордятся своим городом, где семьи собираются, где сообщества городские образуются. А еще я хотел сказать, что раз уж я про эпохальные символы начал говорить, у нас в русской архитектуре довольно много важных имен. Щутьев, Руднев, Пасохин. Кстати, все они были лауреатами сначала Сталинской премии, потом Ленинской, потом Государственной. Потому что это такой символ интереса, это интерес общества, государства. Обсуждая эти премии, все как-то погружаются в тему. Надо сказать, что сегодняшняя, государственная премия, ее дают за искусство, за литературу, как мы поняли недавно, совершенно неожиданно, но не за архитектуру. То есть в вашем родном городе есть Академия изящных искусств, там написано «Живопись», Академия живописи, вояния и зодчества. Зодчество неожиданно из культуры как-то слегка выпало в этом смысле. А в РСФСР была вообще отдельная премия государственная по архитектуре и градостроительству. Мне кажется, для профессии
для общественного интереса, для обсуждения этих довольно важных проблем, ну, это было бы важным делом. Вернуть обратно архитектуру в такое, в актуальное обсуждение. Вот. Вы что предлагаете? Вернуть ленинскую или сталинскую премию? Новые времена. Вы упомянули все. Новые времена. Это я исторический... А все новое хорошо забытое старое. Я думаю, что просто, мне кажется, что вот эти вот... Понимаете, престиж профессии же важен не только вокруг. Знаете, книжку можно в конце концов не читать, потому что кто-то не любит. В театр не ходить. А вообще избежать архитектуры невозможно. Это правда. Ну, у нас, по-моему, с прошлого года, да, мы начали присуждать национальную премию. Да? Вот. Но государственная считается как повыше статусом. Национальная премия тоже пойдет. Так она есть уже. Да? Национальная есть. Да. Сейчас Вот, но можно... Государственная премия вроде как звучит посерьезнее. Ну, и, в общем, считалась всегда более статусной. Я ничего против не имею. Я, наоборот, Олег Аркадьевич, я с вами согласен. Это, хоть и вы сказали про общественное пространство, это, конечно, важно, но это просто пространство. Да, но архитектура это все-таки... Театры, общественные центры. Это важно, но все-таки архитектура правильно. Вы правильно абсолютно сказали, даже лучше, чем вы не скажете. Можно не читать книгу, можно в театр не ходить и музыку не слушать, но от этой архитектуры никуда не деться. Ходишь и смотришь. Вот, поэтому это очень важно. И это, я вот вначале тоже сказал, это, конечно, отражает эпоху. И то, как люди живут, чувствуют окружающий мир, как себя чувствуют, ощущают. Вот это все отражается в архитектуре. Поэтому согласен. Я попрошу правительство и администрацию тоже это сделаем. Спасибо. Вам спасибо за предложение. Пожалуйста. Владимир Владимирович, позвольте. Я вас не Я вижу. здесь. Да. Наталья Нурашевич, руководитель креативного кластера «Квартал труда», город Якутск. Город Якутск. Якутск. Да. Прошло 2 года с момента вашего визита, и кластер сейчас стал настоящим продюсерским центром. Он инициирует создание новых арт-галерей, возрождает неделю моды в Якутии. Сейчас в городских автобусах звучат аудиогиды по нашим национальным легендам. Наши резиденты работают над актуальными вопросами. Сейчас, в прошлом году состоялась премьера фильма «Алдан» якутского режиссера Дмитрия Кольцова. Это первый полнометражный фильм о СВО. Эта история взята об IT-предпринимателе Николае Потапове, который ушел добровольцем на СВО и был удостоен орденом мужества. Ростислав Павлов, дизайн-студия «Солусчан», пошел также добровольцем на СВО, получил медаль за отвагу. Вернулся и нарисовал комикс про подвиг танка «Алеша». Создал одноименный анимационный фильм. Мы считаем, что через творчество возможна реабилитация участников специальной военной операции. И хотели бы дальше продолжать в этом направлении работу. Сегодня экономика уже существует, креативная экономика, но в градостроительстве в ней места нет. Мы бы хотели попросить вас ускорить внесение изменений в законодательство о креативных индустриях и градостроительный кодекс, чтобы в мастер-планах, в генеральных планах и в планах застройки городов появилось понятие креативные кластеры и пространство, которое у нас есть, чтобы мы могли... Извините, пожалуйста, Наташа, чтобы что появилось еще раз? Чтобы появились понятия креативные кластеры. Сегодня, к сожалению, данного понятия нет, и в мастер-планах нас нет, и мы немного ограничены в своих дальнейших планах, в своем развитии, возможно, расширении.
Мы бы хотели, чтобы на карте российских городов появились креативные кластеры. Благодаря всесторонней поддержке нашего региона, Минвостокразвития и КРТВ, у нас уже существуют планы, и нам кажется, что успешный пример сегодня нашего креативного кластера на Дальнем Востоке, его можно масштабировать, ну и развивать. Спасибо большое. Ну, во-первых, хочу сказать вот всем присутствующим, кто не был там, я был, и хочу подтвердить. Это действительно, Наталья Алексеевна права, но производит впечатление. Спасибо. Это правда. Это, не знаю, кто начал, кто это подтолкнул, тоже вот местные и республиканские власти поддержали. Знаете, просто чувство гордости возникает. Смотришь, как там собрались достаточно молодые, действительно креативные, талантливые люди, причем по разным направлениям творческой деятельности. И у них все получается. Спасибо. Вот, правда, так здорово, приятно было. Вот и киноискусство развивается, и все другие направления. Вот если вы считаете, что нужно что-то дополнить, и в нормативной базе нужно что-то добавить для того, чтобы поддержать развитие таких кластеров, давайте обязательно сделаем. Вы знаете, у меня просьба, вы тогда просто прикиньте, министру отдайте, что, как вы полагаете, вам нужно было бы добавить в нормативную базу. Да? Вот что конкретно, чего вам не хватает, что называется, да? Что бы вас поддержало, помогло, мы сделаем. Спасибо большое. Но мы бы хотели, чтобы само понятие появилось, потому что креативная экономика ведь уже существует. Да, оно вносит свой вклад в ВВП страны, в региональные. Но законодательство немножко опаздывает. Хорошо. Я просто не очень понимаю, что это вам даст, поэтому вы сформулируете, что бы вы хотели видеть в нормативной базе. Мы обязательно проработаем и вас поддержим. Ладно? Спасибо. Это первое. Второе, по поводу реабилитации участников специальной военной операции через творчество. Это очень хорошая идея. Потому что ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению, и соответствующие мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя снова, получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все это и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться. Но реабилитация через творчество – очень хорошая идея. У вас много хороших идей. Вы сказали, наши резиденты работают над актуальными задачами. По своей прежней работе могу сказать, что наши резиденты всегда так работали и будут работать дальше. Вам спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, здравствуйте. Спасибо огромное, что приехали к нам в Бурятию. Мы счастливы. Я хотел бы рассказать вам о двух проектах, которые я непосредственно занимаюсь. Один проект здесь, в Бурятии. Второй проект, то, что происходит в Бурятии, я расскажу позже. Это происходит прямо сейчас. А мой опыт одного проекта в маленькой деревне на моей родине Тужи. Этому проекту 5 лет. Мы начинали. В ту пору я жил за границей и приехал на родину, и мои старики говорят: Даши, пожалуйста, давай что-нибудь сделаем, иначе у нас деревня пропадет. Я говорю: знаете, ребята, это мы можем сделать, у нас инструмент один, только искусство.
Вот, если мы возьмемся, но делать надо все вместе. И так получилось, что все встали, все взяли, соседние деревни приезжали люди на автобусах с лопатами и прочими, и мы создали уникальный мир, уникальный парк современного искусства и любого искусства. К нам приезжают художники отовсюду просто. Все начиналось с моего искусства, а потом, как начало все нанизываться, мы получили поддержку музея, Московского музея мирового искусства, Василий Церетели руководит. Вот. Сейчас вот у нас выстроились в очередь китайские художники, мои друзья из Сеула и из Токио. Вот. Этот проект вот сейчас удивительный проект, и получается такое частно-государственное партнерство, потому что когда мы начали, подключились сначала соседние поселки, потом подключился губернатор, подключился Министерство Дальнего Востока, и таким образом мы построили целый парк. И это в деревне, это глухой деревне. А сейчас это такая как бы знаковая точка в Забайкальском крае. Если будет возможность приезжать, будем счастливы. А другой проект, которым мы сейчас занимаемся, это вот плато вот недалеко от места Ситабхар, плато, это вот тоже по программе вот строительства троп, которые вот есть на Дальнем Востоке. Это удивительный проект, который помогает в каждом регионе, делает уникальные тропы. Вот, и мы это место вот просто Бог создал. Это в 20 километрах отсюда, просто невероятной красоты пространство. И я всегда думал, что же можно было бы здесь вот сделать, чтобы это место усилить. А там еще могильники, археология древнейшая, там очень аккуратно надо подходить. Там есть точки буддийские, шаманские. В общем, и вот при поддержке нашего главы республики Алексея Самбуевича мы начали делать тропу. Это деньги Миндаль Востока. Вот, и мы сейчас, 11 сентября будет открытие тропы, сейчас народу там валом, столько народа ходит, и это все наполнено искусством. Мы поставили там 12 скульптур из бронзы, вот, это 12 скульптур по восточному календарю. И вот даже вот главе республики пришлось сделать объявление: пожалуйста, не ходите на тропу, не мешайте людям работать, потому что у нас обязательство 11 сентября закончить тропу. В общем, вот такая вот история. А просьба моя, знаете, какая? Вот я очень взрослый человек, и в наше время, когда вот мы начинали, были такие поддержка молодых художников, были госзаказы, госзакупки и так далее. Вот, чем талантливый человек, тем у него меньше способности к коммерческой деятельности. Соответственно, очень много талантливых людей не может денег зарабатывать. Ну, я имею в виду молодых. Вот нужна какая-то программа поддержки, чтобы, может быть, это госзакупки, либо это какие-то заказы. И вот эти вот то, о чем мы говорим, чтобы вот наш опыт, да, когда появляется искусство на этих же тропах, парках и так далее, это крат усиливается. Вот чтобы вот у ребят молодых была возможность как-то, им это даст возможность подняться как художникам. Спасибо большое. Дальше вам спасибо за ваше творчество. Вы сказали, что вот вы родом из маленькой деревни, да, стали выдающимся деятелем искусства. Понимаете, вот каких мастеров рождают наши деревни. И это очень приятно. Я говорю без всякой иронии. Да. Это очень здорово. Поздравляю вас и хочу вас благодарить за то, что вы делаете для своей малой родины. Вот, я обратил внимание на то, что вы сказали, вот взяли за лопаты, начали делать. Но знаете, вот это вот, люди откликнулись, потому что они вам доверяют. И получилось. Знаете, я тут добавлю, люди забивали скот, чтобы у нас 200-300 человек ежедневно работало. Забивали скот. Наши ребята ездили в соседний поселок за продуктами, потому что у нас магазина нет в деревне. Ездили за продукты, они спрашивали: вы с этого парка? Да, мы с вас денег не возьмем. Что вам нужно? И вот и давали просто продукты. Понимаете, это удивительно вообще. А потом и губернатор подключился. Да, и губернатор, и Министерство Дальнего Востока. Это вообще просто сразу фантастика. понял, чем живет народ. И поддержал. Это тоже очень хорошо. Мы встречались с Юрием Петровичем. Я вот рассказывал, чтобы нам нужен какой-то вот спортивный комплекс. Юрий Петрович подключился, мы построили его. Сейчас у нас есть спорт в нашей деревне. У нас происходит между районами соревнования в этом спортзале. А не было ничего, было чистое поле. По борьбе, по национальной. И борьба, и там все что угодно. И волейбол, и футбол гоняем.
Здорово. Вот, все-таки вот это очень важная вещь, о которой вы сказали. Программа поддержки молодых художников. Ну, у нас по линии Министерства культуры есть различные направления поддержки молодых начинающих талантов. Но надо подумать, вот у нас много проектов в этих городах, о которых мы говорим. Вот, опорные города, да? Сейчас у нас сколько? 22 агломерации, да? 25 на Дальнем Востоке. 25 вот, на Дальнем Востоке. Реализовано сколько сейчас? 233 объекта уже создано. Да-да. А предстоит? Еще осталось 364. Вот, 364. И вот я бы рекомендовал, вот при реализации оставшихся 300 с лишним проектов, это только здесь, на Дальнем Востоке, а еще по всей стране будут реализовываться, чтобы сразу вписывали то, что могут дать молодые художники при преобразовании вот этих населенных пунктов. Чего проще-то, понимаете? А для них это было бы реальной поддержкой. Потому что не только общественный туалет нужно вовремя и в нужном месте поставить, так, но и обратить внимание на то, что Даша сказал, и это придаст абсолютно другое звучание проектам, в том числе с точки зрения того, чтобы людям захотелось там оставаться. Да? Круто. Спасибо большое. Ну, это вот прямо на месте сейчас вот мне в голову пришло. Мне кажется, что это было бы уместно. И главное, что абсолютно легко реализуемо. Дальше вы сказали, что это место, о котором вы говорили, да, на такое впечатление, что его Бог создал. Ну, возьму на себя смелость сказать, что Бог все создал. А наша с вами задача показать, как это грандиозно, как это красиво. У вас это получается. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Петр Стрелец, Амурская область. Я руковожу региональным центром компетенций. И как раз в наши полномочия входит все от мастер-планов до дворов, от креативной экономики до градостроительства. И зачем же нам нужна такая организация? Дело в том, что наш Благовещенск и китайский Хэйхэ находятся друг от друга в нескольких сотнях метров. Не побоюсь этого слова, мы работаем над фасадом нашей Родины, над восточным ее фасадом. И благодаря вашей поддержке за последнее время на нашем берегу созданы такие крупные инфраструктурные проекты, как Международный автомобильный мост, как канатная дорога, которая вот сейчас завершается в процессе строительства, и, разумеется, объекты благоустройства. У нас набережная протяженностью почти 8 километров сейчас подали заявку в Книгу рекордов России. Это, возможно, самая большая набережная на территории России. Это дом российско-китайская дружба, который у нас открылся в прошлом году. Это Амурский лес, это вот как раз то, о чем говорила Анастасия. Это лес с элементами русского зодчества и отсылками к русскому творчеству. И сейчас нас ожидает следующий большой рывок. Совместно с Национальным советом по архитектуре при Национальном центре «Россия» и застройщиком мы начинаем конкурс архитектурный по подбору вариантов того, что же такое современный облик России, что же такое фасад России и как он должен выглядеть. И на данный момент мы активно ведем эту работу, и я очень надеюсь, что результаты будут такие, что мы сможем делиться с другими городами. Но даже сейчас у нас набережная выглядит таким образом. Вот в прошлом году у нас был Михаил Владимирович Мишустин, и, собственно, плавая по Амуру на теплоходе, он сказал фразу, которую затем мы превратили в наш региональный мерч. У нас теперь есть футболки с надписью «Наш берег красивее» и подписью Михаила Владимировича. Они активно, собственно, у нас продаются. И, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в следующем году на открытие нашей первой в мире международной канатной дороги, которая потенциально сможет перевозить до 2,5 миллионов пассажиров в обе стороны. И мы очень надеемся, что благодаря этому жители Китая смогут еще более внимательно познакомиться и с русской архитектурой, и с Амурской областью, и со всем тем, что мы делаем в нашем регионе. Спасибо. Спасибо большое за приглашение.
Амурская область развивается бурно, я бы сказал. Но сейчас наши крупные компании уже завершают такие большие проекты очень. И, безусловно, они внесут свой вклад в развитие экономики Амурской области. Перспективы очень хорошие. А когда канатка заканчивается? По плану она должна открыться в следующем году в мае во время Амур-Экспо-форума, который у нас проходит как выездная площадка Восточного экономического форума российско-китайская. Это часть Восточного экономического форума? Это в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму. Понятно. Я, честно говоря, не знаю сейчас, что там будет в мае следующего года, но это хороший проект, знаковый и точно совершенно. Я попрошу коллег, мы обязательно это отметим на общенациональном уровне. Ну и с коллегами, с друзьями, с нашими из Китая поговорим тоже, чтобы это было совместное мероприятие. Спасибо большое. Спасибо вам. Владимир Владимирович, здравствуйте. Пожалуйста. Дмитрий Алексеев из Владивостока, компания ДНС. У меня немножко нетипичная судьба, которая привела меня в строительство. Я вообще сам айтишник, оказался в розничной торговле. Оказалось, что это хорошее приложение для информационных технологий. И мы построили большую федеральную розничную сеть. Большая компания. Мы работаем по всей территории страны и в основном работаем как раз там, где живут люди, а люди у нас живут все-таки в центральной части. Но при этом наш головной офис, он остался во Владивостоке. Мы никуда не хотим уезжать, мы работаем оттуда. И столкнулись с такой довольно интересной проблемой, что когда вот мы развивались и свои кадры двигали по всей стране, люди с интересом ехали в центр, все хорошо, да. А когда потребовалось привлекать людей в головной офис, да, потому что там тоже растет потребность в людях, оказалось, что люди выбирают не только место работы и компанию, в которой работают, но они смотрят на это как на выбор города, в котором будет жить семья. И мы-то Владивосток любим, он для нас прекрасен в любом виде, да? А оказалось, что, в общем, есть потребность в больших комфортных городах у людей. И мы, знаете ли, дальневосточники, мы привыкли как-то на себя полагаться и подумали, значит, вот нам и надо строить. И мы с тех пор строим достаточно много районов города, инфраструктуры, школы, общественные пространства. И тут я хотел бы отметить, знаете, такую особенность взаимодействия с федеральными органами власти, что помимо материальной стороны, и дальневосточная ипотека, и территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, материальная сторона важна, да, льготы все, это хорошо, но в нем есть еще очень важная составляющая, что когда ты участвуешь в федеральных проектах, в государственных проектах, ты чувствуешь какую-то сопричастность с большим делом, да, что ты не просто бизнесом занимаешься или дом строишь, а ты действительно занимаешься развитием Дальнего Востока. Это очень важно именно на таком, знаете, каком-то понятийном состоянии. Этот вайб, извините, молодежь сейчас так говорит, этого развития, он действительно направляет и во многом то, что мы занимаемся строительством, во многом благодаря той атмосфере, которая создается развитие на Дальнем Востоке. И там, конечно, много еще чем нужно заниматься, да, у нас требуется совместная работа с федеральным правительством по созданию программ по малой газификации, по альтернативной энергетике, по благоустройству прибрежных территорий. Это все на местном уровне не решается. Но мы сами тоже можем много что сделать и хотели бы участвовать. И, конечно, когда появилась программа строительства города-спутника, мы тут же, конечно, в нее включились, и мы построим, несомненно, Владивостокскую агломерацию, она будет лучше, краше, и нам не так сложно будет привлекать к себе людей, потому что мы не ставим для себя этих задач по удержанию людей, мы считаем, что нужно людей привлекать, и для нас основной показатель, что все-таки к нам много людей приезжало. Поэтому, Владимир Ильич, если у вас найдется кусочек времени во время ВЭФа, заезжайте к нам в Нагорный парк. Мы как раз буквально... Как он называется? Нагорный парк. Нагорный парк? Да, это мы полностью за свои средства с поддержкой
правительство строим. Мы как раз вчера закончили заливку такой вот изюминки уже заключительной части Нагорного парка, парящий видовой. Будет очень С красиво. Нагорной проповедью это ничего не имеет общего. Что? С Нагорной проповедью это ничего общего не имеет. Был бы проповедник, мы место обеспечим. Вот. Поэтому можно приехать, посмотреть. Хороший вид. Видно, что все не зря. Владивосток развивается. Мосты, Золотой Рог. Стройка идет. Будет приятно посмотреть, что не зря. Приезжайте. Владивосток развивается хорошими темпами, качественно. Но вы знаете это хорошо еще, по-моему, в 1911, что ли, году почтовые открытки выходили с мостами, о которых тогда люди мечтали. Теперь они есть. Это удивительно, но все это происходит и происходит вот в наше время благодаря, в том числе и таким людям, как вы. Так что это очень здорово. Спасибо за приглашение. Я думаю, что вот те льготы, о которых вы упомянули, и в рамках ТОРов, в рамках свободного порта Владивосток, льготы на налога на прибыль, на имущество и так далее, и так далее. Все это работает. Ну, ипотека, конечно, дальневосточная. Все это вместе и дает такой в целом позитивный эффект. Темпы развития Дальнего Востока и Приморского края выше общероссийских. Я вас только могу с этим поздравить. Будем все делать для того, чтобы это качество сохранить. Спасибо. И за приглашение спасибо большое. Пожалуйста. Позвольте, Бурятия. Прошу. Эльвира Добаева, региональный центр компетенции Республики Бурятия. Спасибо, что, Владимир Владимирович, вы у нас. Инфраструктурные проекты сами по себе уже давно перестали быть расходной статьей. Это прямые инвестиции в городскую экономику, это капитализация земли и, как результат, налоговое поступление. Урбанистика – это уже не совсем архитектура, это управление денежными потоками развития территории. И всему этому яркий пример – реализующиеся мастер-планы. У нас за 3 года в Республике Бурятия экономика городов Улан-Удэ и Северобайкальска подросла в 1,5 раза. Но не у каждого муниципалитета есть ресурсы разработать индивидуальный мастер-план. Это дорого стоит на сегодняшний день на самом деле. Поэтому, Владимир Владимирович, как предложение разработать конструктор типовых решений для малых и средних городов, где уже будет рассчитана экономика или, возможно, будет какой-то калькулятор для расчета окупаемости. Что это нам даст? Во-первых, сам конструктор – это не унификация уникальности городов, это в первую очередь страховка от ошибок. Мы предлагаем разработать такую цифровую платформу, где будут базироваться, по сути, те мастер-планы, которые уже реализуются, это 25 городов на территории Дальнего Востока, и те 200 городов, которые будут разработаны в ближайшей перспективе. Там будут заложены проверенные уже сценарии от каких-то инженерных систем до типологии общественных пространств, которые развиваются за счет деловой активности и окупаются за счет деловой активности. Тем самым мы можем воспользоваться данным ресурсом, можем рассматривать все эти сценарии и применять уже на территории наших небольших муниципалитетов, чтобы они могли эффективно развиваться. У меня все. Спасибо. И как вы предлагаете вот этот конструктор, как должен выглядеть с точки зрения, значит, норматива? Это что должно быть такое? Это цифровая платформа, в первую очередь. Понятно. Это цифровая платформа, да. И... Ну, в целом мы же и стараемся вот все эти мастер-планы делать с какой-то единой типовой частью. И, конечно, лучшие практики можно и нужно, даже если этого нет, это упущение, обязательно нужно сделать. Типовая часть, погруженная в цифровую платформу, она будет очень уместна, своевременно. И думаю, что будет экономить средства. Это безусловно. Точно так и будет. Надо посмотреть на это. Юрий Петрович, посмотрите тоже на это, да? Обязательно. Хорошо? Да? Ну,
Владимир Владимирович. Это очевидно. Это очевидно. Спасибо. Разрешите, Владимир Владимирович? Меня зовут Юрий Марфин, я ректор Тихоокеанского университета. Вы были у нас в университете в Хабаровске в 2024 году. Мы сегодня много говорим про мастер-планы, а мастер-планам нужно много компетентных, квалифицированных людей. И именно поэтому мы вместе с Минвостокразвития, с КРДВ, с Дом РФ запустили первую в стране образовательную программу для подготовки команд развития городов. И вот за это время, что программа существует, уже больше 200 человек прошли подготовку из всех регионов Дальнего Востока. И что самое главное, нам удалось создать для территорий команды единомышленников, которые говорят на одном языке, действуют в одной логике на благо развития своих городов. И мы сегодня готовы этими компетенциями делиться, готовы эту программу расширять на всю Российскую Федерацию. А еще мастер-планы – это для людей. Для людей, которые сегодня живут на Дальнем Востоке, для людей, которые растут с Дальним Востоком, которые приезжают к нам на Дальний Восток. И вы в своем выступлении правильно отметили, что первое, что нужно людям, это жилье. Сегодня на Дальнем Востоке есть замечательная программа доступного арендного жилья. И только у нас в Хабаровском крае по этой программе почти 1000 человек уже получили свои комфортные квартиры. Всего до 30 года у нас в крае будет сдано 2500 квартир. Но уже сейчас, в 2026 году, количество заявок больше 3600. Заявок от достойных людей, от учителей, от инженеров, от ученых, от ветеранов специальной военной операции. И в этой связи я хотел бы вас, Владимир Владимирович, попросить помочь этим людям с домом и рассмотреть возможность увеличения квоты для Хабаровского края на вот такие квартиры доступного арендного жилья. Спасибо. Речь идет именно об арендном жилье, да, не о продолжении там, и поддержке ипотеки, а именно арендное жилье. Да, речь идет о программе, которая реализуется на Дальнем Востоке, доступное арендное жилье. Ира, как у нас сейчас развивается программа? В рамках работы Дом РФ я вот уже докладывал, что очень сильно работает. И если будет ваше поручение, то мы этот блок отработаем и внесем предложение в этой части. Давайте. Я думаю, что Юрий Сергеевич прав. Это, понимаем, что это для людей не так затратно, дает возможность приобрести жилье, жить достойно и за относительно скромные деньги. Спасибо за вашу поддержку, Владимир Владимирович. Вы, Ирек, посмотрите, пожалуйста, потом доложите, какие там предложения есть на этот счет. Спасибо большое. Да, Владимир Владимирович, добрый день. Кобзев Андрей, я архитектор, руководитель проектного бюро М4. Последние 10 лет в рамках программы комфортной городской среды работаем от Крыма и до Камчатки. И самое главное, наверное, что мы за это время научились, это слушать людей. Причем не только взрослых, но и детей. Потому что очень часто дети или молодежь, они не имеют рамок и высказывают такие предложения, выражения, которые действительно являются важными. Так, в 2021 году мы здесь, в Бурятии, в городе Гусино-Озерске, делали сквер около школы. Собрали проектный семинар, и в рамках этого совместно с ребятами проектировали сквер. Было много предложений, разных команд, презентаций. Но в конце один мальчик взял слово и говорит: слушайте, спасибо вам большое, мы действительно будем рады этому скверу. Но знаете, что на самом деле хочется? Вот у меня есть белые кроссовки, и я хочу в школу ходить в белых кроссовках. А мне для этого нужен от дома до школы единый соединенный тротуар, который беспрепятственно позволит мне кроссовки не марать. И меня на самом деле так его запрос задел. Мы очень много думали над этим простым вопросом и предложением.
Ведь действительно человек, он же пользуется не отдельным общественным пространством. Вся жизнь человека в городе состоит из маршрутов до школы, до работы, поликлиника, магазин, парк и так далее. Мы за эти годы сформировали действительно очень большое количество качественных общественных пространств. Парки, набережные, скверы. Все эти объекты действительно повысили качество жизни людей. И мне кажется, следующим шагом, вот логичным в развитии программы комфортной городской среды должна стать пересмотр ее и движение в сторону развития жизненных маршрутов людей в городе, синхронизация с программами транспорта, развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкции, ремонта улиц в городах, потому что это те артерии, по которым люди передвигаются на ежедневной основе. В общем, я предлагаю закрепить вот этот комплексный подход к реализации комфортной городской среды, чтобы она пронизывала все проекты и программы, реализуемые в городах. Я думаю, что мастер-план – это как стратегический документ, который будет этому способствовать, а в дальнейшем это нужно проработать инструменты на тактическом и операционном уровне. Честно говоря, это как бы само собой разумеется, так и нужно делать не просто отдельными пятнами что-то возводить, там, сооружать или ремонтировать, приводить в порядок. Конечно, все это должно быть между собой соединено естественным образом. И не скажешь, что желание ходить в чистой обуви – это избыточное желание, и не скажешь, что в Бурятии забурели. Это естественное дело, естественное желание. Поэтому, конечно, трудно с этим не согласиться. Просто мне казалось, что все наши планы, они так и называются, комплексные планы развития, что они предусматривают соединение всех этих пространств воедино и должным образом. Полагаю, что если это не так, то это недостаток планирования просто и все. Я думаю, что это вопрос дополнительной проработки механизмов. Пожалуйста, если этого явно не хватает, или вот приводят к таким естественным пожеланиям, то, конечно, надо это делать. Я попрошу тогда и Министерство строительства, и министра по Дальнему Востоку, Юрий Петрович, просто посмотреть на это еще раз. Честно вам говорю, Андрей Сергеевич, исходил из того, что это и так имеется в виду. Судя по всему, на практике это не совсем так. Спасибо. Не за что. Вам спасибо за то, что обратили на это внимание. Пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый вечер. Мария Скрябина, архитектор, руководитель архитектурного бюро «База-14», Якутск. Очень волнуюсь, потому что тема тоже волнительная, но очень востребованная. Сегодня тысячи наших бойцов возвращаются к своим городам и поселкам. И очень важно, чтобы город встречал своего героя не только словами благодарности. Город должен быть готов к его возвращению. И мы, архитекторы, видим эту задачу через городскую среду, безбарьерные маршруты, доступный транспорт, места реабилитации и адаптивного спорта. Все это помогает человеку вернуться к привычной жизни. Для Севера это особенно важно. Наш климат требует отдельных решений. И здесь нам нужна помощь Минстроя. Еще вторая важная задача – это сохранить память. Работа в этом направлении ведется, но есть очень хороший пример. Команда молодых архитекторов разработали интерактивную карту героев, где можно узнать каждую историю бойца. Этот проект был представлен в прошлом году в Казани на форуме малых городов. Следующий шаг – соединить эти направления. И мое предложение, и надеюсь, вы поддержите,
создать в рамках ФКГС и мастер-планов отдельное направление «Город для героев». Он объединит доступную среду, реабилитацию, адаптивный спорт, новые пространства для семей, мемориальные скверы и маршруты памяти. Причем создавать эти пространства важно вместе с самими ветеранами, их семьями и жителями. Потому что город для героев – это город, который помнит о их подвиге и который помогает им вернуться к мирной жизни и строить новую жизнь, жизнь дальше. И такой город будет комфортным для каждого из нас. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Очень важная тема. Мы ее уже затрагивали в ходе сегодняшнего разговора. Это можно как угодно назвать, город героев, но как-то по-другому. Но название хорошее, подходящее. Так оно и есть. Это ребята, я много раз говорил об этом, считаю это искренне, они действительно герои. Так и есть. Ну, не буду сейчас вдаваться, у нас другая тема, но это так и есть. Понимаете, одно дело говорить об этом, а другое дело находиться на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, которую вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории сегодняшнего дня. Я уже упоминал о том, что в Минкультуре у нас целая программа есть. Нужно это, чтобы все это шло и по линии Министерства просвещения, чтобы и в школах соответствующим образом преподавательский состав реагировал на то, что происходит. Я знаю, что так и есть, но здесь нужно объединение усилий всех специалистов по всем направлениям, в том числе и таких креативных направлений, как ваше. Безусловно, нужно создавать безбарьерную среду, но это нужно решать и в рамках программы безбарьерной среды. Мы уже 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, так, нужно, конечно, на это обратить особое внимание при реализации тех планов градостроительства, о которых мы говорим. Поэтому обязательно все это будем делать. Вписывать нужно, повторяю, неважно, как назвать, но вписывать в мастер-планы обязательно нужно. А вот вы сказали безусловно, речь идет о безбарьерной среде, и речь идет о создании объектов по адаптивным видам спорта. Вы сказали, что вам нужна здесь поддержка Минстроя. А в чем она нужна поддержка? Нам нужны местные нормативы. Я могу привести очень простой пример. Те же местные нормативы. В наших климатических условиях северных. Да. Все, понял. Да. Ирек. Владимир Ильич, мы дорабатываем типовые региональные нормы градостроительного проектирования и в этом направлении тоже. Поэтому вот эта задача не только Дальнего Востока, это в целом по стране. Поэтому вместе с Минкультурой, с другими Минздравом, Минтрудом мы вот эту нормативку расширяем для того, чтобы насытить вот те предложения, которые регионов есть в этом направлении. Это и спортивные объекты. Вот только что мы, типовые модульные объекты с Федерацией дзюдо в том числе готовим для того, чтобы, и в том числе с СВО ребята, и которые
значит, имеют определенные потери органов, значит, могли там заниматься. То есть это вот- Смотрите, типовые хорошо, потому что они удешевляют проекты. Но что Мария о чем говорит? О том, что им нужна ваша поддержка, имея в виду все-таки климатические условия. Да? Если одно дело здание во Владивостоке, на юге Приморского края, да? А другое дело в Якутии. И там для того, чтобы перейти из одного помещения в другое, когда минус 50 на дворе, это отдельная история. Так я имею? Об этом же вы говорите. Там нужны переходы соответствующие. Вот о чем она говорит. Но нужно при всех этих типовых подходах нужно учитывать и местные особенности. Вот это, на это надо обратить внимание. Пожалуйста. Ладно? Пометьте, пожалуйста, для себя. Спасибо. Спасибо. Добрый день, меня зовут Бондарева Дарья, я руководитель архитектурного бюро «Атом». И архитектурное бюро «Атом». Да. Сегодня я хотела бы поговорить о Камчатке, но при этом мы работаем на всем Дальнем Востоке и на всей России, поэтому у нас есть накопленный опыт реализации государственных программ, как архитектурных бюро, авторский надзор, строительный контроль, то есть мы погружаемся вот туда в стройку, в факт реализации. И на Камчатке уже 3 года реализуется мастер-план. Камчатка похорошела за это время, очень много объектов построено, запроектировано, в том числе музей Камчатки по вашему поручению. Но на Камчатке есть 2 проблемы. И эти 2 проблемы очень характерны, в том числе для других отдаленных территорий Дальнего Востока. Не про дороги, не про дороги. Всего-то 2 проблемы. Делов-то куча. Это глобальные проблемы, которые влияют на все. Первая из них – это логистика, а вторая – климат. К сожалению, климат. Логистика, к сожалению, на таких удаленных территориях, как Камчатка, где нет сухопутного сообщения с материком, мы все грузы доставляем паромом, ждем пару месяцев, вот так. У нас же скульптура скоро появится, такая девочка смотрит в море. Это вот. И либо авиа, это очень дорого. И получается, когда мы получаем федеральные деньги, федеральный грант, федеральную субсидию и так далее, если в Центральной России они все у нас ушли в стройку, это чистый СМР, то здесь мы только заказали материалы и уже потеряли половину бюджета, потому что они стоят дороже, логистика съедает экономику, но при этом нам не уменьшают показатели. То есть если в год дали на все регионы там определенное количество средств, то мы можем реализовать ровно в 2 раза меньше. Так же, как и другие отдаленные территории на территории Дальневосточного федерального округа. И вторая проблема – это климат. Из-за климата многие инженерные решения дороже. Сюда входят ограничения и по сейсмике, ограничения по плюсу-минусу, соляная взвесь и так далее. То есть то же самое здание, как вы правильно сказали, на Камчатке стоит в несколько раз дороже, потому что есть определенные проблемы. И здесь мы видим несколько способов выхода из этой ситуации. Первый – немножко поменять правила игры. Не только для Камчатки, для всех отдаленных территорий. Сейчас есть федеральный конкурс «Малые города, исторические поселения». Каждый город может заявиться с одним проектом и 1 раз победить. Возможно, для городов, у которых утвержден мастер-план, и действительно есть сложности с логистикой, с климатом, и все крайне дорого. Может быть, можно в год заявлять 2 проекта и иметь возможность претендовать, если проекты хорошие, будут одобрены федеральной комиссией, победить 2 проектами. Это бы существенно ускорило реализацию мастер-планов для данных территорий. И второе, это то, о чем говорили ранее, это возможность выделения отдельной какой-то программы и номинации по климатическим решениям, в том числе для комфортной городской среды. Мы же привыкли думать о том, что комфортная городская среда – это про благоустройство. Но на самом деле нет. Мы в этом году запускаем в рамках общественного пространства первую крытую детскую бесплатную площадку с пространством для молодежи. Потому что на Камчатке 9 месяцев в году либо зима, либо межсезонье. Дождь идет либо сверху, либо снизу, либо сбоку, либо снег. А детям-то хочется круглый год играть.
А в этом году был циклон, 5 метров снега. Мы в прошлом году построили объект, у нас торчала только детская площадка. Все остальное было под снегом. И поэтому мы создаем это пространство, но при помощи частных инвестиций, потому что государственных механизмов для этого нет. Может быть, есть возможность выделить отдельную номинацию или отдельную программу, в рамках которых мы будем создавать так называемый теплый контур, в котором будут общественные пространства, но они будут крытые. Это может быть спорт, это может быть третье место для встречи и общения, это может быть что-то для детей. Но это позволит более эффективно расходовать бюджетные средства. Потому что, да, набережная в Краснодаре функционирует 365 дней в году, но на Камчатке она, к сожалению, функционирует 3 месяца. А потом мы боремся со снегом, с циклоном, с дождем, с ветром и так далее. А здесь это позволит те же самые средства израсходовать более эффективно и получить больший результат для людей. Они поверят в то, что да, это классное место для жизни, не хочу отсюда уезжать, я останусь. Мне здесь весь год есть что делать. Вот. Дарья Андреевна, а вот что сейчас мешает осуществлять программы вот этого теплого контура? Нет такого направления. То есть комфортная городская среда – это благоустройство. Нам нельзя капстрой. Что же благоустройство? Теплый контур, это тоже благоустройство. Ну, мы иногда можем перейти вот эту тонкую грань, не всегда экспертиза на это смотрит, причем в условиях сейсмики крыши это сразу дороже и так далее. Не, то, что дороже, это отдельная тема, но вот сам по себе проект, связанный с теплым контуром, это и есть создание среды, благоприятной для данной территории. А что, запрещено разве? Вообще, комфортная городская среда – это благоустройство парков, скверов, набережных и не создание объектов капитального строительства. То есть мы капитальные объекты здесь в этой программе не создаем, они либо временные, там какие-то модули. Понимаете, в чем дело? Они не могут ничего создать там. Тогда... Простите, может, я тоже прокомментирую, потому что моя тема перекликается, вот как с этой озвучено. Дело в том, что, как правильно отметили, то есть по программе комфорта городской среды можно строить модульные объекты, не капитальные. И в них можно собираться людьми до 49 человек, то есть определенные правила этих объектов. Собственно, за счет вот этого проекта мы и реализовали первый вот локальный центр, о котором я рассказывал. А для того, чтобы масштабировать на все опорные города, нам нужны переход, чтобы такой объект можно реализовать как капитальное строительство. Но это не предусматривается комфортной городской среды. Вот одно из возможных поручений при проработке, чтобы можно было, например, такие объекты строить в других программах. Например, спорт. Ну, просто к спорту добавлять еще какие-то функции. То есть найти программы, по которым можно реализовывать такие объекты. Потому что сейчас, по сути, таких программ нет. То есть не капитальные мы можем, но они маленькие, ограниченные. А если мы хотим побольше... Нет, ну вы-то сделали, вы говорите... Мы сделали он небольшой, модульный, из нескольких модулей собрали. Мы всегда ходим по грани. А вам что мешает так? Мы тоже сделали, но для этого нет бюджетных денег, и мы всегда ходим по грани, потому что, согласно нормативу, это 49 человек, не больше определенной площади, без фундамента и так далее. И, допустим, да, можно в степи без фундамента поставить павильон, он будет стоять, но в условиях сейсмики 9 баллов, или, допустим, там, на вечной мерзлоте, я его просто технически не сделаю. Вы знаете, вопрос, вы сказали про логистику, про климат, есть еще одна проблема, это финансирование. Да? Поэтому, если коллеги могут укладываться в определенные объемы финансирования на каждый там мастер-план, так? Но надо разрешить им тогда делать вот то, о чем они говорят. Потому что все другое делать бессмысленно. Чего он там на Камчатке она сделает? Просто разные программы вместе в один проект нужно связывать. Да, Ирек, мы проработаем, Владимир Владимирович. Слушайте, они будут прорабатывать бесконечно, потому что... Нет, это не в упрек Министерства строительства, потому что существуют другие министерства. Это достаточно такая муторная штуковина, когда нужно выдергивать проект из одного министерства, из другого, из третьего, и все это объединить. Это непростая задача. Легче им просто... если есть объем финансирования, предусмотренный для одного проекта. Пускай он будет поменьше, но он тогда будет соответствовать территории. Надо это разрешить. Не знаю, может там чуть-чуть увеличить финансирование. Но для этих территорий придется делать какое-то исключение. Иначе у них там вообще ничего не сделать. Они будут и пользоваться этим пространством 2 месяца в году и все.
Да? Ну, 3. Если без утепления, без вот этих переходов и так далее. Ну, мы стараемся, мы делаем все сезоны со сценариями, но стихия, она же не Ну да, контролируема. все убьет нам потом и все. Владимир Владимирович, по вашему решению дальневосточный конкурс вот в этом году в 5-й раз отдельно проводится. Поэтому у нас вот 5 миллиардов – это сумма на Дальний Восток в конкурсе. Мы готовы по вашему поручению правила проработать, чтобы для сложных регионов климатической, которые заявляются, могут такие решения принять. Но там увеличение численности – это уже вопрос безопасности становится. Поэтому мы проработаем. Послушайте, надо посмотреть. Значит, просто пускай будет там поменьше проектов, в конце концов, на этих территориях. Но зато они будут такими, которыми люди смогут пользоваться, иначе это бессмысленно. Договорились. Спасибо. Так, пожалуйста. Позвольте, пожалуйста. Прошу. Доброго дня, Владимир Владимирович. Большая честь находиться здесь. Меня зовут Машков Феликс, я из Владивостока. И разговор сейчас как раз касался и архитектуры, и реализации. И вы свою речь начали, свое вступление начали как раз с идеи музыки, застывшей в камне. А я представляю, собственно, наверное, тот достаточно редкий вид архитекторов – это строящий архитектор. Наша компания называется «Бетонные джунгли» из Владивостока. Нам 19 лет уже. За 19 лет... Бетонные джунгли. Джунгли. Как бы природа и камень. Ну, как-то не очень впечатляет, честно говоря. Да. За 19 лет нашего существования, а мы начинали как два художника, оттуда и название, мы выросли в компанию с более 200 человеками в штате, и мы проектируем, мы производим, строим и даже иногда участвуем в эксплуатации. И мы гордимся, что мы пригодились на своей родной земле, потому что мы работаем в Владивостоке, в Южно-Сахалинске, в Арсении, в общем, в городах Дальневосточного федерального округа и делаем достаточно много важных общественных пространств своими руками. Вы даже присутствовали на одном из наших объектов, мы делали одну из частей набережной Амурского залива в Владивостоке к открытию национального центра в прошлом году. Не знаю, как бы запомнилось ли вам. Ну, в общем, это один из наших объектов. И важный момент, что, мне кажется, у нас в Владивостоке, в Приморском крае родилась такая самобытная, практикоориентированная школа урбанистики. Вот, потому что вот эта связка архитектуры, формы, искусства и реализации – это такая продуктивная спайка. И в Владивостоке важно отметить, что мы не единственные такие как бы строящие архитекторы. Видимо, это какая-то локальная особенность рынка, которая провоцирует создание таких комплексных компаний. И у меня просьба, некоторые настройки инструментов работы с госзаказом. Есть 3 коротких предложения. Первое – это возможность воспользоваться созданием офсетных контрактов на производство, чтобы обеспечить некий горизонт планирования больше, чем 1 год для местных производств, поддержания местных производств в области городской среды. Второй пункт – это некоторая более тонкая настройка 44 и 223 федерального закона в части предоставления портфолио, потому что на важные объекты, которые нуждаются в руке архитектора, наверное, компании должны предоставлять что-то большее, чем просто денежный опыт реализации конкретных проектов. Может быть, прикладывать портфолио, может быть, какое-то собеседование. Вот здесь, наверное, требуется диалог. И третий пункт – это расширение практики так называемых проектов под ключ, когда компания обеспечивает и проектирование, и строительство. Это вот как раз-таки та, как бы скажем, конструкция, которая позволяет строящим архитекторам претендовать, иметь какие-то конкурентные преимущества, а они есть, польза от этой спайки есть. Спасибо большое, Владимир Ильич. Надо проработать все это, конечно. Офсетные контракты на производство чего? Тех самых стройматериалов? Или объектов для городской среды. Это вот как раз-таки к слову о местной специфике. Это для людей, для производств, которые понимают местную специфику и производят продукт, скамьи, автобусные остановки, освещение. Это же торгуемое благо, а его везут отовсюду. А вот, допустим, у нас в Владивостоке это город-корабль, у нас же коррозия сумасшедшая и так далее. И вот местная компания, которая своей репутацией отвечает, они будут хотя бы под боком, значит, и нести ответственность прозрачную. И самое главное, понимать, как их
предметы-то работают в среде. И я так понимаю, что 44-й ФЗ мешает, да? Не-не-не, офсетный контракт – это отдельная история, а в 44-м это отдельное предложение. Там просто нужно несколько критериев качества уточнить, потому что сейчас критерии… Ну, что? Скажите, пожалуйста. А критерии качества? Ну, что вы имеете в виду? Да? Ну, смотрите, сейчас критерии качества, они очень широкие и не позволяют, допустим, предъявить опыт реализации объектов определенного качества. Ну, что был опыт работы с такими-то узлами, с такими-то, значит, комбинациями покрытий. Приложить как минимум фотографии. Ну, нельзя просто приложить фотографии. Ну, понятно, не только, чтобы в качестве критерия при принятии решения были бы не только предложены деньги, но и предлагаемые решения. Да? Да, абсолютно верно. И он очень формализован, как и, естественно, любой юридический документ. Это абсолютно верно. Но вот как-то, может быть, внести элемент коллегиального решения там, муниципалитета на особо важных объектах. Потому что бывает до смешного. У нас был объект, в котором мы его строили только лишь потому, что подрядчика, который выиграл торги, упав на 50 миллионов в объекте, за день до заключения контракта внесли в черный список. А это был подрядчик с одним человеком в компании. Понятно. Да. Ну, вот, ну, это общая проблема с 44-м законом. Все, если по-честному сказать, уж не первый раз об этом слышу, и мы все время с коллегами обсуждаем, что можно сделать для того, чтобы деформализовать все эти решения, да? Разбюрократить, руководствоваться здравым смыслом, а не просто сухими цифрами, и не бороться потом с теми, кто перепродает контракт, который выиграл, занижая стоимость. Все хорошо известно не только в сфере строительства. Но вернемся к этому еще раз. Подумаем. Ладно? Спасибо. Мне трудно сейчас сформулировать окончательное решение, потому что над этим решением правительство думает уже несколько лет. И не только в этой сфере, но и в других. Но при этом финансовый блок правительства говорит, и справедливо, что как только включают механизм 44-го, то цены падают иногда в разы. Просто в разы, понимаете? Хотя и существуют определенные здесь издержки. Я понимаю это. Подумаем. А проекты под ключ, ну это же применяется, по-моему. Это применяется, но, как у меня сложилось впечатление, муниципалитеты опасаются такой практики. Почему? Ну, она просто не сильно широко применяется, и экспериментировать, страшновато, я полагаю. Просто разработать какую-то методичку и рекомендовать им? Здесь Горсреда – это программа все-таки муниципальная, она же идет, собственно. Поэтому я и говорю, может, методичку как-то разработать и выдать какие-то рекомендации, чтобы там люди не опасались, что на следующий день к ним заявятся, скажут, давайте-ка проверим, как вы здесь живете. Владимир Владимирович, контракт под ключ, у него нет конечной цены, потому что они заходят проектировать, отторговал на 100 рублей, после проекта он вышел на 250. Вот, поэтому, поскольку нет конечной цены, сложно торговать. Ну, можете рассмотреть проектирование в лимит. И конечная цена появится. Просто, насколько я еще понимаю, контракт под ключ еще под благоустройство плохо подходит. Если возможно, мне кажется, еще благоустройство нетипичный предмет для такого. Разбить на какие-то этапы. Весь проект под ключ разбить на этапы и торговать частями. Надо подумать. Я так понимаю, что Феликс Владимирович говорит о том, что легче было бы работать, да, эффективнее пошло. Коллективам, которые имеют авторский компонент, могут придумать и реализовать. Сейчас ты проигрываешь, потому что это отягощение огромное. У тебя есть архитекторы, инженеры, и ты проигрываешь конкуренцию. А качество-то дает выше. И на ключевых пространствах, как будто бы это не лишено смысла. Мы готовы, если что, подключиться к разговору, своим опытом поделиться, если интересно. Но даже при 44-м, когда решаются 203, там все-таки то, о чем вы сказали, при проведении конкурсов там должны учитывать не только финансовые возможности, они должны подтверждаться банками, во-первых, эти финансовые возможности, а не просто с потолка. А во-вторых, все-таки тем, кто принимает решения, у них есть возможность обратиться и к позитивному опыту
претендентов на реализацию того или другого проекта. Это же есть. Ну, просто на это нужно еще больше обратить внимание. Олег Иванович. Да? Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Прошу вас. Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Ольга Анатольевна Тимошенко, Сахалинская область. Сахалинская область, самый дальний регион, дождалась 15-й. Вот. Спасибо большое, что пригласили представить наш регион. На самом деле я коренная сахалинка, получила образование в свое время на Дальнем Востоке. Мне 40 лет, у меня 2 детей, прекрасный муж. И я сознательно вернулась домой. И я понимаю, что так же, как и мои земляки, насколько сейчас наш регион развивается. И наши жители хотят оставаться на острове. И мы для этого все делаем. Благодаря тому, что создаются уникальные программы федерального и регионального значения в нашей области, при огромной поддержке, спасибо большое, правительства нашей страны и правительства Сахалинской области, мы можем давать опыт и научить наших коллег из других регионов по цифровому мастер-планированию. Эльвира Сергеевна буквально недавно говорила о том, что как бы хорошо было бы создать или научить всех специалистов в отрасли по цифровому мастер-плану. Сахалинская область одна из первых 3 года назад разработала мастер-план для всех городов Сахалинской области и внедрила ее, оцифровала, потом внедрила в национальную систему пространственных данных. На самом деле на стенде у нас есть прекрасная патч-панель, где представлен именно цифровой мастер-план. И на базе вот этого инструмента нам же, конечно, нужны люди. И при поддержке Росреестра совместно с ним на базе Сахалинского университета и по инициативе губернатора нашего региона мы создали уникальный проект «Школу пространственных данных». Уже 2 потока студентов всех специальностей, отрасли могут обучиться по цифровому мастер-плану. Поэтому я хотела бы, Владимир Владимирович, предложить вариант для наших коллег, нашей огромной, великой страны, поработать в такой синергии в обучении и перенять наш сахалинский опыт для того, чтобы каждый регион мог создавать и делать огромные показатели по качеству уровня жизни. Потому что Сахалинская область, она одна из лидеров по качеству, по индексу уровня жизни. Я сама, на самом деле, архитектор, простите, пожалуйста, только представилась. И я руководитель первой в школе на Сахалине, школы архитектуры. Знаете, что в Сахалинской области у нас нет университета. Приезжала в Хабаровск, закончила на отлично, училась на бюджете и решила помогать своему региону создавать новые кадры. И благодаря нашей школе и образовательной части мы, опять же, можем оставлять наших молодых специалистов и заинтересовывать нашим регионом. Поэтому предлагаю всем коллегам поучаствовать в Сахалинском проекте по школе пространственных данных. Спасибо вам большое. Это не вопрос, это информация. Ольга Анатольевна, могу только вас Посодействовать. Могу вас только поздравить и поблагодарить за то, что вы вносите свой вклад в развитие национальной системы пространственных данных. Это очень, очень важно. А что касается школы, ну, конечно, просто мы все лучшее стараемся тиражировать.
коллегам отдайте министерство, они с удовольствием все это распространят. Мне кажется, можно сделать не в принудительном, конечно, порядке, а в порядке информации. Да? На ВЭФе будет анонсировано министром архитектуры и градостроительства Сахалинской области третий поток обучения школы пространственных данных. Поэтому всех прошу принять участие, либо хотя бы получить информацию. Что это такое? Ну, вот все выложено. Все у нас выложено, но с вашей помощью, мне кажется, больше людей мы можем для того, чтобы рост качества индекса, да, в каждом регионе у нас все-таки увеличивался, да? Так бывает, правда, согласен. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Владимир Владимирович, разрешите? Да, прошу. Кирилл Потапов, урбанист, градостроитель, город Биробиджан, Еврейская автономная область. Как вы в своем начале заметили, мастер-план стал таким мощным инструментом, и коллеги вас поддержали в развитии городов и городской среды. И в каждом из этих мастер-планов, почти, наверное, в каждом, заложены центры креативных индустрий, либо креативные кластеры. И, к сожалению, на ранних этапах им не хватает поддержки, что может подтвердить Наталья, я думаю. И поэтому хотелось бы попросить у вас такой, наверное, помощи, либо еще как-то выразиться о том, чтобы корпорация Дом РФ рассмотрела вопрос или проработала механизм поддержки креативных кластеров, либо центров креативных индустрий, что поможет их быстрее создавать и за счет этого закреплять молодежь на территориях, в которые идет очень большой отток. А что конкретно сделать нужно? Я с Мутко переговорю, пожалуйста. Разработать механизм поддержки, скажем так, центров креативных, либо креативных кластеров при поддержке компании Дом РФ. Ну, что бы вы хотели там видеть в этом? Финансовую поддержку, медийную поддержку от них. Хорошо, я с Виталием Леонидовичем переговорю обязательно. Да? И реакция будет. Я попрошу, чтобы он прям связался с вами, переговорил. Спасибо. Мне нужны только ваши данные, я Мутко передам. Хорошо? Спасибо. Здравствуйте, разрешите, пожалуйста, Владимир Владимирович. Меня зовут Ксения Жукова, как раз я поддерживаю подобную инициативу. Я предприниматель, Анадырь, Чукотка. Приехала из, наверное, самой крайней точки к вам. Представляю малое и среднее предпринимательство. К сожалению, я не строитель. А также креативную индустрию Чукотки. У нас очень много талантливых дизайнеров, брендов, мастеров, косторезов, рестораторов даже будущих. И мы все сталкиваемся с такой проблемой, как нехватка недвижимости. Банально я для производства не могу найти себе место, потому что все, что у нас есть, это советские постройки, еще где моя бабушка с дедушкой жили, а я оттуда. И для нас, для малого среднего предпринимательства, конечно, это очень дорого брать, все реконструировать, проводить туда свет, воду. Но это могут позволить себе только крупные компании. И вот по поводу Дома РФ я подумала, может быть, возможно, эту успешную инициативу перебазировать вот как раз-таки на нас, предпринимателей, творческих людей, рестораны. И люди по фиксированной ставке просто смогут снимать себе помещение, организовывать там экскурсии, собирать людей, молодежь. Таким образом добавятся новые рабочие места в регионе. Вот возможно ли это? Это как раз дело региональных властей. Можно им рекомендовать это делать, потому что если есть разница между фиксированной ставкой, о которой вы говорите, и рыночной, то тогда этот вопрос только субсидирования со стороны региональных властей. Вот и все. Это вопрос только денег. А фиксированные, как правило, ниже рыночной, скорее всего. Значит, кто-то должен доплатить. Или, а кто, кроме как региональные муниципальные власти, больше некому. Или создавать соответствующий фонд в регионах, таких как ваш. Вот это можно делать для того, чтобы вы не переплачивали и смогли бы осуществлять свою деятельность. Надо подумать над этим. Надо подумать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Также будем рады вас видеть на столетии нашего региона в 2030 году. Спасибо, Ксения. Спасибо вам. Благодарю вас. Владимир Владимирович, разрешите? Я здесь.
Слышу вас. Да. Нам потихонечку надо Да, Пасечников Вадим. закругляться. Архитектурное бюро Камуру, город Хабаровск. Камуру — это не что-то на японском, Камуру — это к нам, к Амуру. Мы считаем, что дальневосточные архитекторы должны развивать свою школу, приглашая к себе лучшие практики мировые. Вот, также выпускник программы «Архитекторы РФ». Да, и присоединяясь к многим коллегам, которые сегодня говорили, по вашему поручению в Хабаровском крае в том числе реализуется программа дальневосточной ипотеки. Хабаровский край сегодня переживает бум жилищного строительства. Однако, вот то, о чем говорил Алексей Алмазов, да, инвестиционный паспорт проектов КРТ или проектов ТОР, в которых строится жилье, иногда, так сказать, является паспортом только для застройщиков. Да? И мы, как разработчики там, проектов планировки территории, сталкиваемся с тем, что многие сопутствующие коммунальные службы, да, или ресурсоснабжающие организации, может быть, Министерство образования, которое будет потом строить школы, узнают о том, что там будут строиться огромное количество жилья только в процессе согласования этой документации и не имеют никакой возможности или, так сказать, ну, ставят перед фактом застройщиков о том, что они подтянут туда инфраструктуру только там, условно, в 2028 году, когда у застройщика обязанность построить эти дома в 2026. Мы бы хотели, ну, от себя, да, присоединиться также к вот на законодательном уровне, может быть, закрепить факт того, что привязать, так сказать, да, подведение инфраструктуры к сдаче жилья в эксплуатацию, чтобы люди, которые заезжали в жилье, могли воспользоваться уже сразу поликлиниками, школами, ну и, соответственно, всей инфраструктурой. Спасибо. По-моему, так и стараются делать. Судя по всему, не у всех получается, да, Игорь Иванович? Но именно к этому в регионах и стремятся. Мы постоянно об этом говорим, чтобы не было кварталов целых, да, где людям невозможно там ни в поликлинику сходить, ни ребенка в школу отдать, к этому все стремятся. Если нужно еще что-то отрегулировать нормативно, давайте подумаем дополнительно. Да, может быть, непосредственно модерировать эти процессы, да, уполномочить каких-то людей, которые будут модерировать, связывать с собой. Все, значит, руководители регионов, муниципалитетов вроде бы и стараются это делать, да? Соответствующие полномочия у всех, вообще говоря, в целом-то есть, и публичное обсуждение есть застройки этих кварталов. Просто, ну, иногда финансовый ресурс, если брать там социально-культурные объекты, он растянут по годам, а ну, к сетям-то объект должен подключиться вовремя, там такого не бывает. Тогда застройщик, он же свои деньги тратит и привлекает средства населения, поэтому как бы, ну, немножко непонятно. Давайте мы посмотрим, может, реальную ситуацию изучить надо, как так получилось. Да, есть кейсы, не подключились к сетям. Угу. Не подключаются к сетям, что ли? Ну, сети не построены, жилье построено, сетей нет. Ну, таких ситуаций уже сейчас в стране, в принципе, почти не бывает. Да, почти нет. Да. Давайте мы сталкивались, поэтому я бы хотел, так сказать, может быть, помочь, да, дать. Да, надо посмотреть, давайте. Если Хабаровск, конкретно изложите, то это серьезный такой проект. Там с Хабаровск сети сегодня разработаны, там графики строительства сетей. Значит, если там что-то нужно подправить, мы давайте проработаем. Да, просто именно как раз-таки губернатор, да, Хабаровского края в ручном режиме, вот, так сказать, управляет этим процессом, за что ему огромное спасибо. При этом, ну, можно было бы, так сказать, на базе, может быть, архитекторов РФ ну, помочь от нас, от людей, которые там занимаются мастер-планированием, да, так сказать, скоординировать эти процессы. Ну, конечно, нужно. Просто странно, что у вас сбой такой произошел. Трудно себе представить, уже это, честно говоря, достаточно редко бывает, когда сооружения стоят, а сетей нет. Такого. Пока не стоит, наверное, еще нет, это, потому что проект да, Хабаровск-Сити. Нет, просто не... кто-то, может быть, хотят, чтобы быстрее мы отфинансировали сети. И Вадим Эдуардович, да, значит, нас подталкивает к сроку сдвижки влево финансирования строительства сетей. Скорее всего, я вот, ну, пока помочь, так сказать. Посмотрите, что там происходит. Посмотрим, да? Хорошо.
Владимир Владимирович, можно? Добрый день. Я бы хотела нас вернуть в Республику Бурятия, потому что мы здесь собрались. Это, в общем, развивающиеся города, малые, в том числе последние 6 лет моя команда, я, Александра Козак, Бюро «Досреда», работаем с малыми городами Бурятии. И я бы хотела обратить ваше внимание на город Северобайкальск. Это второй по численности город Республики Бурятия, и действительно в нем согласован мастер-план, который был поддержан корпорацией Дом РФ. Но мне бы хотелось обратить внимание, что все вопросы, которые мы обсуждаем касательно комфортной городской среды, да, они реализуются в рамках конкурса малых городов, особое внимание Дальнему Востоку, но очевидно, что нужно думать на будущее и о будущем, ну то есть о тех молодых людях, которые живут в Северобайкальске и уже видят свой трек жизненный не только рядом с БАМом, они хотят развиваться. И вообще, в принципе, сегодня города БАМ меняются. Северобайкальск, Таксимо, Тында выбирают новые направления своего развития. Они действительно опорные населенные пункты, там происходит вся жизнь. Но тема нового витка развития, она актуальна для молодежи. И вот мое предложение, которое, наверное, связано со всеми вопросами креативной экономики, да, того, что мы все хотим заниматься творчеством, и в тех городах, которые так удалены и долгое время были монопрофильными, там тоже требуется творчество, поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на новые формы техникумов, кампусов, которые сегодня, ну, так необходимы в этих городах. В Северобайкальске требуется такой кампус для того, чтобы развивать креативную экономику и индустрию гостеприимства. Северобайкальск нацелен сегодня на туристический свой потенциал. Это, ну, я бы сказала, жемчужина Северного Байкала. Вот. Но нужно не забывать, что многие десятки городов находятся вокруг, и это база для развития молодежи всех студентов вот в этой траектории БАМа. Вот. Я очень волнуюсь. Я попыталась успеть, потому что много желающих выступить. Вот такое предложение хотелось бы озвучить. Спасибо. Предложение хорошее и абсолютно своевременное, потому что изначально, конечно, мы все помним эти комсомольские стройки, значит, бамовские и новые города, которые там рождались и так далее. Мы знаем и проблемы, которые до сих пор еще не полностью решены, имеется в виду расселение аварийного жилья. Надо сказать, что это сегодня БАМ, Трансип тоже развиваются. За 10 лет, по-моему, мы 2000 новых километров дорог построили новых, 5000 отремонтировали, построили 100 мостов и тоннелей. То есть развитие продолжается, но не забывая основу всего этого региона, это БАМ и все, что с ним связано, героизм наших молодых людей, это же была комсомольская стройка ударная. Вот теперь регион развивается и приобретает новые направления своего развития. И, конечно, нужно об этом подумать. Я с вами абсолютно согласен с тем, чтобы и молодые люди там оставались, и чтобы это развитие было перспективным. Полностью согласен. Мы так стараемся и делать. Если вы считаете, что нужно сюда что-то там добавить, кампус, хорошо, посмотрим кампус. Я так понимаю, что это не высшее учебное заведение, да, это среднее учебное заведение. Вот. И там действительно, судя по всему, востребованы эти современные рабочие профессии, которые по уровню своей компетентности уже иногда мало чем отличаются от людей с высшим образованием. Нужна соответствующая инфраструктура. Мы подумаем, я с правительством поговорю, у нас вице-премьер Чернышенко отвечает за кампус, в целом за это направление. Я с ним поговорю, что можно сделать для того, чтобы вас поддержать. Обязательно это сделаем. Да, потому что сегодня есть новые типы школ. Мы все знаем, как развивается умная школа в Иркутской области. Подобный проект. Новые виды кампусов, которые высшее учебное заведение. А вообще техникум как понятие в последнее время забыт, а это очень востребованный, ну, скажем так, формат образования, который могут позволить себе все. Вот. Поэтому именно новый такой вид техникума. Да, и сейчас это очень востребовано, я с вами согласен. Вы в точку попали. Спасибо. Поработаем над этим. Прошу вас. Спасибо большое. Меня зовут Анку Гасич, я архитектор, сооснователь архитектурного бюро «Намада», выпускник архитектора РФ и резидент креативного кластера «Квартал труда». Но самое главное, я представитель архитектурного сообщества самого большого и холодного региона России.
Это Республика Саха-Якутия. И Якутия один из первых регионов, кто запустил работу управления архитектурой и градостроительства при главе республики и Центр компетенции по развитию территорий. И вокруг них сформировалось мощное архитектурное сообщество, куда входят не только архитекторы, но и разные креаторы. И мы все совместно двигаем республику вперед. Например, только наше бюро принесло в республику более 600 миллионов рублей федеральных средств победами в конкурсе лучших проектов благоустройства. Но на самом деле дело даже не в грантах, а во влиянии. Ведь мы понимаем все ценности архитектуры. Вы сказали то, что строитель тот, кто создает, а архитектор, вот здесь много моих коллег, архитектор – это тот, кто закладывает смыслы. И архитектура – это отражение нашей жизни. И мы с вами сегодня все, мы вкладываем эти смыслы в будущее. Поэтому у меня очень короткое предложение по центрам компетенций. Мы предлагаем изучить лучшие практики центров компетенций и перевести их в федеральный стандарт. Потому что именно вокруг центров компетенций сконцентрирована вот эта архитектурная сила, которая объединяет всех. И это особенно важно в регионах. И вообще предлагаю сделать его полноценным управляющим звеном. А еще у меня есть мечта, чтобы архитектор стал правой рукой главы, а может даже и над главой, чтобы администрация его слушала. И строили не заказчики, а архитекторы. Главы чего? Главой всего. Главой города, мэра. Проходите на мое место. Сидеть рядом с вами. Вот. Такая у меня мечта, чтобы наши города и села становились красивыми, современными, и чтобы к архитекторам прислушивались, потому что мы учились этому многие-многие года. Ну, наши с вами планы и мечты совпадают полностью. Мне вот тоже очень хотелось, чтобы наша с вами эпоха была отмечена не какими-то серыми, маловыразительными, архитектурными, может быть, и дешевыми, может быть, и нужными, но маловыразительными произведениями. Чтобы в будущие поколения просто смотрели на это, любовались, благодарили нас за то, что нами сделано, чтобы это было удобно, практично, помогало людям жить и реализовывать свои планы. А если будут реализовываться планы людей, будущих поколений, будет развиваться и наша страна. Да. Я пожелаю вам всем удачи. Вот то, о чем мы говорили, мы постараемся все это отметить. У нас запись ведется, беседа. Попрошу коллег из правительства, администрации все это обобщить и обязательно поработать над тем, что сегодня прозвучало, и над вашими предложениями. Спасибо вам большое. Всего хорошего.